Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели наших каналов. Сегодня 17 октября, понедельник 2002 года. Мы приветствуем вас всех. Как вам известно, во Франции была организована Ассамблея гражданских инициатив «Выбор», куда входят представители центральноазиатских стран и представители бывших Советских Республик. Цель этой ассоциации – развитие гражданского общества. В рамках этой работы мы проводим сегодня наш эфир. Я бы хотел представить сегодняшних гостей. И первое, это политик и журналист из Казахстана Жанара Ахметова. Жанара, здравствуйте. Здравствуйте, Мурат, спасибо большое. Здравствуйте, Дмитрий. Здравствуйте. Здравствуйте, зрители. Спасибо, Жанара. Я хотел представить вам еще одного нашего гостя. Это политолог из Беларуси Дмитрий Болкунец. Здравствуйте, Дмитрий. Здравствуйте. Спасибо большое, что вы пришли на этот канал. Сегодня мы хотели поговорить о создании СССР-2 или главной идее Путина. Прежде чем начать этот эфир, я хочу процитировать несколько выражений, несколько слов Путина о создании СССР. На юбилейном 15-м Петербургском международном экономическом форуме, который проходил в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня, президент России Владимир Путин заявил, что Советский Союз – это территория исторической России. Ведь что такое распад СССР? Это распад исторической России под названием Советский Союз, сказал Путин. Это действительно так и есть. Я публично говорил и без всякого стеснения. Советский Союз – это что такое? Это историческая Россия. Так получилось, что он прекратил свое существование. И я хочу это подчеркнуть. Мы всегда с уважением за новейшую историю относились к тем процессам суверенизации, которые происходили на постсоветском пространстве. 22 июня Владимир Путин заявил в эфире национального пропагандистского канала «Россия-1», что в процессе создания Советского Союза некоторые республики СССР получили в багаж огромное количество традиционных исторических российских территорий. По словам Путина, при создании Союза в договоре было прописано право выхода, но не процедура этого процесса. Возникает вопрос, если та или иная республика вошла в состав СССР, как говорит Путин, но получила в свой багаж огромное количество российских земель, традиционных российских исторических территорий, а потом решила выйти из состава, то тогда выходила бы она, с чем пришла, и не тащила с собой подарки от русского народа, заявил Владимир Путин. Вот у меня сразу первый вопрос сегодняшнего эфира. Это политику и журналисту Жанара Ахметовой. Как вы считаете, вот это вот мнение господина Путина соответствует действительности или это его лишь империалистическое мнение? Спасибо. Ну, понятное дело, что историки дадут более точную оценку, но даже без исторического экскурса совершенно точно, что Владимир Путин просто перевирает абсолютно все события. И, конечно же, это его личные фантазии, причем довольно бредовые, на которых основана, собственно, вся военно-политическая российская доктрина сегодня. Из-за чего сегодня страдает украинский народ, другие народы. И началось это все с Чечни на самом деле. И надо помнить каждый такой эпизод для того, чтобы это не повторилось в наших странах. А оно может повториться, конечно же. Спасибо, Жанара. Дмитрий, а как вы считаете? А я думаю, что Владимир Путин ментально живет в Советском Союзе, он там вырос, родился, и он там остался, мне кажется, вот в том периоде, и ему нечего предложить сегодня гражданам России. Он не предлагает историю развития российских регионов, поэтому он выходит за пределы России и пытается таким образом продать российскому избирателю или российскому населению вот этот имперский комплекс. И я хочу отметить, что, наверное, большинство россиян, они живут как раз в границах Советского Союза. Они не понимают, что Советский Союз распался, и очень многие сожалеют об этом. Это прямо ощущается, когда находишься в регионах России, в Москве, в Петербурге, и многие видят границы России по границам Советского Союза. Поэтому Путин олицетворяет эту политику. И не только Путин. Если вы возьмете даже некоторых оппозиционных российских политиков, они ведь тоже самой политики придерживаются, имперской политики. Но это такая особенность империи.
Спасибо, Дмитрий. На самом деле это наблюдается не только в России, но и в наших странах. Например, в Туркменистане на меня нападают очень многие туркменистанцы о том, что Путин – это вообще что-то, это наш спаситель, это человек, который хочет вернуть СССР, где мы жили очень хорошо. К сожалению, после распада СССР они видели только своих местных диктаторов и не видели другой нормальной жизни, и, соответственно, все познается в сравнении. То есть бывший Советский Союз всегда лучше выглядит, чем сегодняшняя диктаторская система, которая выстроена в наших странах. И вот у них большое разочарование, что мы не поддерживаем Путина, а наоборот, как бы рассказываем об его агрессии. Вот поэтому мы делаем эти серии передач, чтобы на самом деле людям дать больше информации, и пускай наши граждане делают выбор, хотят они ли жить в Советском Союзе или в современном демократическом обществе, где их права соблюдаются строго. Поэтому я думаю, что вот эти передачи будут иметь полезное значение для наших народов. Жанара, вот недавно проходил саммит, 3 саммита в Астане, в стране, которую вы представляете. И мы уже делали 2 передачи об этом. Если вы не возражаете, мы продолжим это, потому что это знаменательные вот эти дни были, потому что мы видели все вот эти политические площадки СНГ, СММДА, ШОС, Россия плюс Центральная Азия. И все-таки, как вы считаете, Путин сможет построить СССР-2? И если нет, то что ему помешает? Ну, я думаю, что Путин большими темпами продвигается к этой задаче. И его документы внутренние, его внутренние намерения, цели, да, они, собственно, соответствуют вот тому, что он делает. И зависит от его степени, скажем так, сумасшествия. И я думаю, что эта степень сумасшествия, мы ее все наблюдаем, полагаться на какой-то здравый смысл, логичность и так далее, да, его решения невозможно. Мы видим, что все решения, которые сегодня принимают в Кремле, они лишены абсолютно логики, здравого смысла, какого-то рационального смысла, и они делают все во вред России, российскому обществу, но неумолимо идут к этой цели. Что у Путина есть, так это последовательность. Как вот он, придя к власти в России, сказал о том, что самой страшной ошибкой был геополитическая ошибка, трагедия, вернее, был развал Советского Союза. Так вот он с этой идеей живет и правильно говорит Дмитрий, что ментально они не вышли, они действительно живут в Советском Союзе, и они его будут строить. И я боюсь, что именно в этом году у них это может получиться, поскольку за тот период, который идет война в Украине, они, так сказать, причесали все наши центральноазиатские страны, провели серию специальных операций, военных операций, в том числе на территории наших стран. И я думаю, что наши диктаторы, в принципе, готовы уже примкнуть к тому союзу, включая Лукашенко. Я думаю, что Дмитрий тут тоже сейчас сможет дополнить этот момент. И, в принципе, воссоздание такого мини-Советского Союза возможно. И я уже когда-то говорила в своих эфирах о том, что у Путина под это подведены сакральные даты и так далее, да, и он, я думаю, что в этом году есть такая возможность, и с этим я связываю выборы Токаева, они спешат именно поэтому, потому что они хотят легитимизировать сегодня нашего президента, окончательно закрепить его, и потом через него провести вот эту вот новую союзное объединение, его и Лукашенко представить как членов нового Советского Союза. Но остальные, я думаю, страны просто примкнут быстро. Вот у меня создается такое впечатление, я не знаю, согласны ли вы. То есть это разницы нет, как это будет называться, новое объединение. СНГ, Советский Союз или Россия плюс страны, социалистические страны или страны Центральной Азии и Беларусь. Это не имеет значения, но я хотел бы уточнить ваше мнение по поводу, он создает СССР или он собирает исторические российские земли? Как вы думаете, есть большая разница? Если создавать СССР, то это одно. Если с помощью этого СССР, этого объединения,
собирать исторические российские земли – это другое. То есть исторические российские земли, по мнению Путина. Дмитрий, вы как считаете? Ну, я думаю, что Путин действительно видит границы некой исторической России, которую он, кстати, рассматривает по некоторым оценкам в границах даже не Советского Союза, а в границах Российской империи до 1914 года. Поэтому его концепция, она выходит даже за границы Советского Союза. И думаю, что действительно в этом году есть у него дата сакральная, 30 декабря, столетие образования СССР. Видимо, Путин к этому готовится, потому что мы уже видели заявление Абхазии, которое собирается включить в состав союзного государства России и Беларуси. И Лукашенко туда ездил с поклоном. Поэтому, может быть, и выборы в Казахстане как-то связаны с попыткой Кремля втянуть Казахстан в какой-то вот подобный проект. Вот. Ну и очевидно, что без Украины у Путина не получается эта модель, она не работает. Поэтому он и войну эту развязал. Конечно, он будет стремиться, наверное, максимум с этого получить, только вопрос зачем? Что от этого получит население России? Какой эффект получат от этого народы этих республик, которые хотят насильно, без какого-то мнения общественности, без каких-то референдумов, без обсуждений, без дискуссий в национальных парламентах, в гражданском обществе, в медиа, пытаются таким образом втянуть вот в этот какой-то непонятный проект. Что получит население этих стран, непонятно. Какие инвестиции туда пойдут, как будет развиваться образование, этого ничего нет. Если в Советском Союзе была какая-то идеология, то в России нет никакой идеологии, она сегодня ничего не может предложить, кроме углеводородов, которые так или иначе связывают экономику. Что связывает сегодня Беларусь и Казахстан в экономическом плане? Ничего практически, если мы откроем торговлю. Что связывает сегодня Беларусь и Туркменистан, если мы посмотрим даже торговые отношения? И много таких вот историй, которые, ну, так или иначе, они вызывают больше вопросов, чем ответов. Поэтому здесь у Путина миссия, которую он, наверное, для себя видит, это некая историческая миссия, но я думаю, что он, ввязавшись в войну в Украине, эту роль свою или свое место в истории проиграл, потому что он, ну, откровенно говоря, разрушил те хрупкие или, может быть, даже, прочные связи исторические, которые так или иначе связывали народы Украины и России. Он это все разрушил, развязав войну. И это уже его концепция воссоздания некого Советского Союза, это утопия. Она закончится абсолютно ничем, даже если они там попытаются что-то сделать, это будет бутафория, которая не работает. Ну, попытки у них какие-то будут предприниматься. Вот. Ну и еще момент очень важный. Все-таки всем вождям или руководителям постсоветских республик уже 70 плюс. Вот Путину 70, Рахмонову 70, Лукашенко там 68. Ну, только поменялся в кавычках в Туркменистане недавно руководитель. Но все равно как бы эта модель очень сложная. Такаеву 70 лет. И они вот собираются какой-то союз строить. Нужно на молодежь ориентировать, а они на кого ориентируются. Они ностальгируют о Советском Союзе. Вот. Это, мне кажется, утопия полная. Ну, Спасибо, я Дмитрий. хочу Да-да, чуть-чуть пожалуйста. добавить, да. На самом деле, конечно, им совершенно предложить, конечно, нечего. Они же не могут построить Советский Союз и провозгласить снова коммунизм. У советских людей была все-таки мечта построить коммунизм, и они в это верили свято. Но, с другой стороны, вот те договора, которые подписывались в рамках саммита, мы на самом деле вот с тревогой наблюдаем, что интегрируется наша страна именно в культурно-образовательные процессы со странами, между прочим, и того же Туркменистана, и той же России в большой степени, в очень большой степени. И что очень плохо, Путин изолирует нас вообще в восточный мир, да, и я хотела бы сказать, я вот сегодня специально послушала, риторика наших властей, наших пропагандистов звучит так, что идет, значит, пропаганда со стороны американцев, что весь западный мир против России, но на самом деле есть восточный мир, который против Америки. И сейчас концепция звучит так: Запад против Востока. И вот на этих саммитах они хотели продать нам историю, что Запад – это одно, и у России есть мощная поддержка в лице Востока. И им действительно удалось кое-кого привлечь. Сегодня на стороне России Ирак, Иран,
саудиты, Катар, Дубай, то есть Объединенные Арабские Эмираты. Они ведут переговоры активно с Индонезией, Индией, Китай, естественно, играет на стороне России, вся Центральная Азия. И если действительно на это внимательно смотреть, восточный мир против западного буквально выстраивается напротив. И я думаю, что вот это противостояние они будут расширять. То есть Восток и Запад – это новое вообще-то, я сегодня вот этот услышала, да, новый концепт, он меня на самом деле возмутил, но он имеет место быть, то есть он получился у них. Поэтому Путин, он, скорее всего, эту концепцию Советского Союза возобновит, при этом с опорой на весь восточный мир. И нас, к сожалению, ждет изоляция со странами мусульманского, арабского, восточного мира, где нет места европейским ценностям. И мне вот здесь очень странно, как там будет выглядеть Беларусь вообще в этом восточном мире. Но Лукашенко любит ездить к своим друзьям. Вот у Рахмона побывал. Через 2 дня после его визита Рахмон выдал речь, которая набрала уже миллионы просмотров. Довольно такая, я бы сказал, боевая речь. Он Путина очень жестко читал. Кстати говоря, может быть, Рахмон чем-то недоволен. Кстати, вот что вы думаете, как вам видится, почему Рахмон высказал такие наболевшие со своей стороны претензии к Кремлю? Ну, там есть одна конкретная задача, да, то есть Рахмон, во-первых, он высказался по конкретной теме, должны были встретиться его министры по инвестициям с министрами путинскими, но Путин прислал на уровне замов для переговорного процесса людей, и я так понимаю, что какая-то часть инвестиций, как они это называют, а на самом деле, естественно, это между ними идут какие-то договоренности о деньгах, и вот в этой части обида явная, потому что, скорее всего, со стороны Путина не выполнены какие-то финансовые обязательства, проигнорированы какие-то финансовые просьбы. Он здесь очень напоминает Лукашенко, но только Лукашенко это делает обычно очень красиво, жестко. Он действительно крутит Путиным, это было видно многие годы. А здесь получился какой-то невменяемый, такой вот обиженный возглас, и позорный, я считаю, на самом деле, не знаю, для меня, как для восточной женщины, будем так говорить, это было очень позорно, потому что стоит человек, который возглавляет там больше 30 лет свою страну, у него больше 2 миллионов людей гастарбайтерами работают в России, он об этом заявляет Путину как о своем достижении, да, и, ну, я понимаю, да, что как бы со стороны это выглядит как демарш, и мне, кстати, очень не понравилось выражение лица Путина. И я предполагаю, что будут последствия у Таджикистана в целом, ну и у Рахмона, конечно же, вплоть до самых серьезных. Ну, я бы тоже присоединился к мнению Жанары. На самом деле это выглядело очень позорно. И, к сожалению, многие оценивают это вот победой Рахмонова или его революционным, значит, поведением. На самом деле это не так. На самом деле это выглядело как эти 5 стран пришли к своему хозяину Путину и попросили уважать себя. Ну, если ты приглашаешь на какой-то форум или организовываешь саммиты или встречи, и приезжают какие-то замминистры, тогда с этими странами не надо общаться и просто развиваться с другими странами. Это элементарно. Нет, он вот зациклился на России, без России не видит свою жизнь, все свои военные возможности через Россию решает и так далее, не развивается как страна. Поэтому я думаю, что поведение Рахмонова было не позорным, даже плачевным. Он выразил мнение вот этих 5 стран, центральноазиатских стран, о том, что вот мы, господин Путин, просим вас нас уважать. Почему я так говорю? Буквально несколько месяцев назад, когда проходил саммит в Киргизстане, Джепаров предложил этим центральноазиатским странам самостоятельно определять политику, независимо от Путина. То есть объединиться, стать региональным игроком и выдвигать свою политическую стратегию, политические свои позиции и так далее совместно. Вот в этом разговоре туркмен, то есть представитель Туркменистана, не избранный президент Туркменистана, незаконно избранный президент, он встал, ушел сразу. Он даже испугался слушать это.
казахстанский президент выслушал, ничего не сказал. Узбекистан сказал, надо подумать. И на этом все закончилось. Таджикистан вообще начал поддерживать Путина. То есть, другими словами, без Путина они себя не видят. Они видят себя с Путиным вместе, и они видят в Путине гарантом своей безопасности, гарантом своей диктаторской системы. Если белорусский президент Лукашенко, имея опыт между Западом и Россией, разыгрывает комбинации, то там даже комбинации нету в Центральной Азии. Они просто поголовно под Путиным. Что и печально для нас. И население Центральной Азии должно это знать, что Центральная Азия – это региональный игрок, если он объединится. И он очень серьезный региональный игрок, где они могут самостоятельно определять свои позиции, стратегию в рамках глобально Центральной Азии. И с этим будут считаться многие страны. Я думаю, что позорная просьба президента Таджикистана Рахмонова, это была не победа, а это было просто позорная просьба. Я тоже так считаю. Можно я вот хочу вопрос задать Дмитрию, да, если позволите, Мурат? Да, пожалуйста. У нас сейчас будет диалог. Да, хотелось бы услышать, какое отношение, как вот в Беларуси относятся к Центральной Азии, да, вообще как воспринимают. И мне бы хотелось услышать два взгляда. Скорее всего, есть взгляд гражданского общества, простых жителей Беларуси, да, и есть взгляд государственный, да, вот отношения, вот разграничить и понять, какое отношение к Центральной Азии сегодня на фоне вот этой войны. Я думаю, что население, по большому, не знает регион совершенно, не знакомо с культурой региона, учитывая, что регион не такой представляет интерес как туристическая зона, как бизнес-зона или какие-то иные коммуникации. Плюс об этом не говорят ни в государственных СМИ, ни в оппозиционных, крайне редко появляется какая-то информация. Поэтому население, я абсолютно убежден, что оно не информировано, как живет Туркменистан, Казахстан, Таджикистан, Узбекистан и Киргизстан. Там, может быть, чуть больше про Армению, Азербайджан в силу конфликта появляется информация. Но в целом население, я даже думаю, что может и различать между собой какие-то особенности культурные, хотя там есть большие культурные особенности. А если так, ну, народ видит там. И примерно вот то, что Рахмон сказал, это вот он, в частности, он на что еще акцент сделал Рахмон? На то, что в Кремле тоже не видит никаких различий между, например, Таджикистаном и Казахстаном. Это все для них Центральная Азия, нет никакой разницы между национальными республиками. Вот. В Минске и в Беларуси, я думаю, такая же есть позиция. При этом на официальном уровне, наверное, да, там различий, конечно, они видят чуть больше, и надо понимать, что все-таки удаленность региона Беларуси, она играет тоже значимую роль в этом плане. Плюс, наверное, есть восприятие ряда республик в качестве таких жестких авторитарных стран, где демократии, в принципе, не может быть, как многие считают. А я думаю, что там может быть демократия и какие-то работать демократические институты, но они не были созданы, включая Таджикистан. Рахмон 30 лет находится у власти, и за это время он не отстроил какую-то независимую экономику, которая бы была конкурентоспособной на рынке. Ну, есть какие-то, наверное, на это причины, либо его личная неспособность это делать, либо какие-то другие причины. Вот. Но там Туркменистан вообще это удивительная история, с которой, ну, как бы сравнивают даже в чем-то Беларусь, но Туркменистан, очевидно, превзошел Беларусь по уровню вот, установленной такой персоналистской власти, по уровню диктатуры. Вот. Но в чем-то они друг друга учатся, эти вот руководители на официальном уровне, и поэтому они перед друг другом пытаются как-то подражать друг другу. Например, мы же помним историю, когда Лукашенко купил самолет бывшего покойного Туркменбашы Ниязова с золотыми унитазами. Ну, в этом, может быть, тоже вызывает иногда интерес у жителя. Так, по большому счету, реально ничего этого нету в плане культурного в истории. И в учебниках истории, в каких-то науках у школьников это не изучается абсолютно регион в культурном отношении. Писателей, поэтов никто не изучает. Поэтому это все, конечно, большие такие, я бы сказал, провалы в гуманитарном сотрудничестве.
Понятно, спасибо. Я, кстати, предполагаю, что и в Казахстане это отношения там, или вот если мы возьмем Туркменистан, Таджикистан и другие страны региона, про там, Беларусь и про Украину тоже практически ничего не известно. Ну, там есть какой-то Лукашенко, есть там какие-то, может быть, стереотипы, образы, а по большому счету каких-то более глубоких знаний о регионе нету. И это такая, я считаю, проблема, в том числе научная, образовательная проблема, бизнес-проблема, потому что действительно страны могли бы развиваться более интенсивно, наверное, в каких-то отношениях, вот, но в силу определенных особенностей этого не происходит. Поэтому вот когда Рахмонов вот эти претензии выкатил, что там к нему бизнес не едет, российский и не только российский, это ведь отношение к стране со стороны там, крупного среднего бизнеса, которые не заинтересованы в инвестициях, потому что видят определенные риски и так далее. Поэтому в таких моделях там либо есть решение вождя какого-нибудь, какой-то страны, что нужно деньги туда отправить, либо нет такого решения. А если бы это были частные инвестиции, то они бы сами решали, куда ехать, и не нужно было бы поручения какого-то президента любой страны, чтобы туда какой-то министр поехал и какие-то переговоры там с кем-то провел. Это вот не работает. И в Беларуси такая же модель сейчас абсолютно не работает. Но я, знаете, я хочу отметить, да, вот вы сейчас важный момент затронули, и у меня сразу пришла вот эта идея, мысль. Дело в том, что здесь еще может быть элемент зависти, да, потому что, вот у Рахмона я имею в виду, потому что в отличие от Таджикистана, вот, например, Казахстан и Узбекистан интегрированы в российский бизнес достаточно хорошо, и они действительно получают Казахстан, Узбекистан, особенно сейчас на фоне войны, увеличились у них взаимные обороты, расчеты. И вот в этой части Рахмон, да, я понимаю его обиду, потому что вот эти его жалкие высказывания о том, что, смотрите, мы вот тут 5 школ открыли с русским языком, мы там продвигаем русский язык, мы там, значит, все делаем, а на самом деле что он делает? Он по требованию Путина развязал конфликт вот этот приграничный с Кыргызстаном. И, кстати, пользовался поддержкой российской пропаганды в этом конфликте, потому что российская пропаганда во все обвиняла кыргызов, ну а там на самом деле конфликт исходил именно со стороны Рахмона. То есть это по требованию Путина, и я думаю, это как раз тот самый ответ был, который прозвучал в адрес Жапарова, то, что вот только что говорил Мурат. Действительно был такой эпизод на Иссык-Куле, и Жапаров там на самом деле конкретную вещь предложил, он предложил создать такой блок безопасности. И вот это вот наши, конечно же, сильно испугались, именно Центральноазиатский блок безопасности, в который не хотели приглашать Путина. И там фраза была как раз такая: давайте мы не будем приглашать сюда Путина. Наш президент, конечно, сказал: нет, мы пригласим. Ну и, в общем, Садыр Жапаров буквально через некоторое время получил страшный конфликт на границах у себя. В итоге в результате этого конфликта они утратили территории, надо сказать. И дальше это все еще продолжаться будет, я думаю. Как вы считаете, Мурат, вот по поводу вот этих вот приграничных конфликтов Таджикистана и Кыргызстана? Мне кажется, все-таки это и есть прямое следствие тех встреч. Ну, как я говорил, что Путин, он стратег, и у него вся политика – это спецоперация. Допустим, спецоперация на Украине, спецоперации, значит, саммит, спецоперации в Таджикистане. Везде у него спецоперации. Это человек из разведки. Он не политик изначально. Его понимание истории просто смешно. Его понимание сегодняшней, реалий сегодняшних, да, только через силу, через спецоперации. Поэтому он рассматривает Среднеазиатские республики как свои бывшие территории. И если кто-то там начинает возражать, то есть не слушаться, так сказать, он там затихшие конфликты возобновляет там, через своих агентов и строит большие проблемы. То есть подвергает безопасности его места, его, значит, кресла и так далее. И вспыхивает конфликт, и, значит, руководитель страны начинает бояться. Так было и в Казахстане, так было и в Таджикистане, так было в Киргизстане, так было в Узбекистане. Так не бывает в Туркменистане, потому что тот полностью слушается. Для него Путин – это больше, чем гарант.
Для него Путин – это все. Что для папы, что для сына. И когда вы говорите, прошли выборы и как бы власть поменялась, власть не поменялась. Старший, это отец, вызвал своего сына для усиления. Он работает в должности президента у своего папы. То есть он с первого дня сказал, я буду продолжать работу и значит, все планы своего папы осуществлять. Соответственно, все министры, все основные ключевые посты сохранились при папе. Он просто продолжает исполнять должность президента. Поэтому ничего не поменялось. У них как была стратегия лавировать между Путиным и Эрдоганом. Вот они ищут взаимовыгоды. Это та же схема, как у президента Беларуси. Перед Путиным и Западным миром. Он лавирует, выбивает свой авантаж и живет этим. Точно так же. Поэтому Путин проводит спецоперации оперативно, быстро, и с помощью этих спецопераций он их держит в узде, эти центральноазиатские страны, бывшие постсоветские республики. С Грузией спецоперации, Абхазия и Северная Осетия. Ну, это правильно. Я думаю, что вот следующая спецоперация будет в адрес этого Таджикистана. Да, поэтому здесь, как вам сказать, просто гэбист пришел к власти России. Мало ли того, что он угнетает страны, которые окружают Россию, он и российский народ угнетает. Самое страшное. Что он сделал за 30 лет? Он всю стратегию, все свое развитие, всю свою политику построил на захвате власти, на империализме. То есть он развивал, как наш президент Туркменистан развивает, только те отрасли, которые ему помогают дать валюту. А именно, он превратил страну в бензоколонку, газ, нефть и полезные ископаемые, чтобы как бы экспортировать, получать деньги и затыкать дыры в социальных вопросах, в экономических вопросах. То есть импортозамещение не пошло в России, свои технологии новые не открыли, народ социальные пакеты не получил. Все эти социальные пакеты отстают намного от реалий жизни, как и в Туркменистане. В Туркменистане пенсия стоит от 10 до 20 долларов, до 30 долларов. Пособие то же самое, зарплата 100-120 долларов. При сегодняшней жизни, при ценах, значит, мировых ценах. То же самое, что они добились, диктаторы за 30 лет. Что посмотреть на Путина, на белорусского президента, на туркменского президента, это одно и то же. Они укрепляли свою власть. Они убивали демократические институты. Они разрушали гражданство. Для чего? Чтобы управлять легче, чтобы у них даже идей не было, чтобы у них не было даже мысли встать, объединиться и так далее. Вот их путь. И поэтому Путин спокойно ими управляет, потому что он знает, они такие же диктаторы, как он. Если он будет давить, народ не поддержит, народ не станет на их защиту, он может любого сломать, спецоперацию, там, делать что угодно. Я вам скажу одно. За 30 лет Путин стал супер спецоперативщиком. Он проводит эти спецоперации классно. В Америке, в Африке, в Европе, на постсоветском пространстве. В этом вопросе он сильно ушел вперед. Это надо признать. Поэтому свалить Путина с его многочисленными спецоперациями очень трудно будет. И Украине, и нашей стране. Спасибо. Я бы хотела вернуть нас, знаете, к разговору о мобилизации. Вот я недавно видела эфир Дмитрия о том, что в Беларуси начинаются процессы, похожие на мобилизацию, и у Лукашенко появился свой новый термин, вашей спецоперации, да, контртеррористическая операция. То есть у нас в Казахстане была антитеррористическая операция в январе месяце. Сейчас, значит, в Беларуси разворачивается контртеррористическая операция, которую провозгласил Лукашенко. Я думаю, что это как-то связано с теми процессами, которые идут у нас в Центральной Азии. Вот предлагаю обсудить этот вопрос, Дмитрий. Да, по поводу мобилизации, мы видим, чем она закончилась и заканчивается в России, когда люди покидают Россию, едут в Казахстан и прячутся во многих республиках Центральной Азии, и не только безвизовый режим, в Грузию едут, которые еще раньше тоже хотели оккупировать, и там народ мечтал Тбилиси взять на танках, а сейчас они едут туда, вынуждены даже бумагу на границе подписывать.
Беларуси сейчас Лукашенко боится слова «мобилизация», он опасается последствий, которые к этому могут привести. Если он объявит открытую мобилизацию, то начнется тоже массовый исход населения страны, особенно людей активных, что происходит уже с 2020 года. Поэтому он пытается другими способами некую провести скрытую, может быть, мобилизацию, придумывает какие-то террористические угрозы, сам придумает план, каких-то террористов поймает, сам снимет это на камеру, скажет, что поймали каких-то боевиков-террористов. И я думаю, что он запросил у Путина военную поддержку, в том числе для обеспечения своей личной безопасности, поэтому какой-то контингент прибывает. Будет ли этот контингент задействован сейчас во время второго, или будет ли второй заход российских военных на территорию Украины, я не знаю на самом деле, потому что там есть сложности географического плана, там можно только по автомобильным дорогам въехать в Украину, они все заминированы, а всем остальным варианты там, по болоту, через лес это будет очень сложно сделать, поэтому тут сложность есть зайти второй раз в Украину. Может быть, Лукашенко, когда запросил российских военных прибыть в Беларусь, которые сейчас активно прибывают, он, может быть, все-таки действительно переживает о каких-то возможных социально-экономических последствиях, которые могут в Беларуси произойти в силу экономических причин, в силу там, роста цен. Он приказал цены заморозить, не поднимать. Ну, могут быть и такие причины. Тут сложно говорить, что и какая мотивация у него. То есть он делает, что хочет. Есть версия, что с территории Беларуси Россия может применить ядерную бомбу в отношении Украины. И такая версия тоже присутствует. В такой ситуации будет ответный прилет ракеты на территорию, например, Беларуси и так далее. Тут вопрос, что вообще это дает война для России? Это абсолютно, я считаю, глупая, абсолютно алчная и человечная история, которая Путин втянул Россию. Он абсолютно ничего не получает. Ну, какие-то регионы он там пытается присоединить и сказать, что это российская территория. Только что от этого получит народ? Там я видел, некоторые эксперты российские говорят, ну вот будет овощи выращивать. А что, до этого негде было овощи в России выращивать? Столько земли огромные, площади, а тут овощи не будут выращивать в Херсонской области или в Запорожской, или где-то там других территориях, которые они сейчас пытаются контролировать. То есть Россия огромная страна, места много для того, чтобы развивать территорию. Да, какая-то территория непригодна, но есть площади, которые вообще никем не использовались и там ничего не выращивали. Только в последние, там, может, лет 5 начали хоть какие-то овощи выращивать в теплицах, теплицы построили. Ну, то есть это же вопрос не там овощей и фруктов. За те деньги, которые были потрачены сейчас на войну, на те расходы, которые Россия и другие страны понесли, можно было, там, не знаю, 100 лет всех россиян кормить этими овощами, которые можно вырастить на этих землях. То есть Россия ничего не получает от этих земель. Там не будет никакого развития, там не будет бизнеса, ничего не будет. Это абсолютно глупая история. Я уверен, что это будет иметь очень тяжелые последствия и для самой России внутри страны. Вот, кстати, вот вам встречный вопрос по поводу Казахстана. Как теперь себя чувствуют россияне, которые прибыли в Казахстан, касаясь мобилизации и социальные конфликты? И вообще, насколько граждане Казахстана, жители Казахстана подвержены влиянию российских медиа? Ну, да, это хороший вопрос, спасибо. Я думаю, что у нас 40% населения совершенно точно находятся вот в этой токсически отравленной, значит, пропагандой российской и очарованы Кремлем, Путиным, его действиями, одобряют эти действия. Вот сегодня я слушала пропагандиста, да, очень складно он там рассказывает о том, что если бы не Россия, на Центральную Азию хотят отрезать, Казахстан именно хотят отрезать и Центральную Азию от России и перенаправить в сторону Америки. И вот там пропагандист, значит, один стоит и рассказывает. Вот я разговаривал с представителями Евросоюза, с представителями НАТО и задавал им вопрос. Ну хорошо, вы нас оторвете от России, а что вы нам готовы дать взамен? Вы возьмете нас в Евросоюз? Ну, ему отвечают, что нет, не возьмем, конечно, вы слишком далеко территориально, не с нами. В НАТО мы тоже вас не можем, у нас там Евроатлантический союз и так далее. То есть вы нам предложить ничего не можете, но хотите нас откусить от России, да? Кроме того, у нас есть такой, значит, миф, который насаждает, опять же, пропаганда,
государственное, что гораздо лучше быть с русским медведем, чем с китайским драконом. Этот миф, в общем-то, везде в Центральной Азии бытует. Поэтому количество людей, которые поддерживают политику Российской Федерации Путина, я думаю, что 40% есть. Даже с началом войны этот процент не сильно-то уменьшился, я думаю, потому что даже та часть, которая в ужасе от бомбежек, от того, что там происходит, она все-таки будет занимать нейтральную позицию и выжидать. Куда отдадут, туда отдадут. Мы люди маленькие, от нас ничего не зависит, как говорится, да. Вот. Но, конечно, есть часть населения, которая четко, это, конечно, в первую очередь казахоязычная часть населения, пронационально настроенные люди, которые осознают нашу идентичность казахскую. И, конечно же, они будут настроены на то, чтобы сражаться за территориальную нашу целостность. И я хочу сказать, что у нас, в общем-то, в верхах уже ходят вот эти разговоры о том, что Казахстан хотят разделить, об этом открыто говорят, и говорят о том, что Астана, северная часть, идет под влияние Москвы, а южная часть Туркестана идет под влияние Китая. И, в общем-то, вот этот раздел, да, то, что там вот этот бред, который обсуждают якобы, и это все уже вбросы имеет в социальных сетях, ну, это говорит о том, что все равно, даже если это не так, это пытаются почву прощупать, настроение прощупать. И я думаю, что поддержка все равно у российского президента есть в Казахстане. К А у вас сожалению. нашли уже коронамышей каких-нибудь в биолабораториях? Ну, об этом, кстати, заявлялось. И, кстати, они сейчас эту тему покинули. Но претензии были. У нас тоже есть лаборатории МАГАТЭ, где хранятся отходы ядерные. Значит, Тукаев на эту тему сделал несколько заявлений. Пока вот они эту тему оставили в покое, хотя был период, когда активно об этом говорили. Тоже перед войной это было, в январе было, в декабре было. То есть это такой вот есть момент. И я думаю, что если им понадобится какой-то повод, они его в любом случае используют. Единственное, я хочу сказать вот насчет мобилизации, да, я так понимаю, что официально Лукашенко, он не собирается проводить мобилизацию, но неофициально по каким-то закрытым каналам этот процесс все равно идет, во всяком случае идет к нему подготовка. Почему спрашиваю? Потому что у нас в Казахстане и в Центральной Азии в целом такая подготовка идет. Во-первых, военкоматы сейчас занимаются, описывают, приходят к людям, собирают информацию, фиксируют вот этих людей, которых можно призвать потенциально. Даже через школу идет такая работа, мне вот сообщают наши активисты. И, во-вторых, мы знаем вот достоверно из источников туркменских о том, что прошла мобилизация в ЧВК Вагнера. Из колоний туркменских вывезли 500 человек, и они там нашли хороший трюк, они раздают паспорта России, и, в общем-то, в этом смысле как будто воюют на стороне Российской Федерации граждане Российской Федерации. То есть вот я хотела узнать, там все-таки по Беларуси тоже примерно такие же процессы, да, насколько я понимаю? Да, вы верно подметили, да, но там они тоже делают перепись данных в военкоматах и вполне могут призывать на какие-то учения людей, которые могут призываться на военную службу и так далее. На учете состоят, проверяют, кто на этом учете состоит. Но удивительно, что такая мобилизация или какие-то, по крайней мере, скрытые, может быть, обновление этих вот данных проходит и в Центральной Азии, потому что, наверное, тоже есть какие-то риски, не знаю, с чем они связаны. А есть вот много в последнее время говорилось о том, что Россия претендует на то, чтобы отнять у Казахстана земли. И помните, вброс был даже от Медведева, якобы его там кто-то взломал, а может не взломал, мы не знаем, но, по крайней мере, такие заявления неоднократно звучали раньше и от ряда депутатов Российской Госдумы. Насколько есть такая вероятность, что Россия пойдет на нечто подобное, совершит в отношении Казахстана то, что она делает в отношении Украины сейчас? Я абсолютно убеждена, что мы к этому придем, причем придем в этом году. Я об этом говорю давно, с апреля. Почему я это говорю? Потому что
Путин проигрывает войну в Украине. Она стала для него сплошным нескончаемым поражением, да, то есть он везде тотально проигрывает. На любые какие-то чувствительные вещи, вот, например, недавно взорвали Крымский мост, он очень чувствительно реагирует, он начинает бомбить в кровь города, то есть вот несколько дней мы видим, наблюдаем тотальные бомбардировки по украинским городам. Соответственно, они думают, как компенсировать вот эти потери, чем их компенсировать. И я думаю, что гарантированная легкая победа в Центральной Азии, в Казахстане ему очень поможет. Это как-то может воодушевить и людей, и на самом деле в итоге привести к тому самому союзному договору, о котором все время они твердят, Лукашенко и Путин. И вот в рамках союзного государства могут примкнуть. Вообще даже обсуждался такой документ скрытый о том, что Казахстан, ему будет предоставлен статус отдельного государства, да, в рамках вот этого союзного договора, но все остальные республики Центральной Азии, они будут присоединены именно к союзному договору, который существует с Белоруссией и Россией. Туда войдет еще несколько стран, и вот некоторые из этих стран будут иметь вот как А это вызовет, на ваш взгляд, поддержку населения или отторжение со стороны элит? Все-таки одно дело, когда царь сам по себе, как бы, да, вождь, но он сам по себе независимый, другое дело, когда он превратится в регионального какого-нибудь царька, которого в любой момент могут из Кремля снять и еще и отправить на лет 25 в колонию. Я бы хотела сказать, что наши элиты, да, вот как вы говорите, они слишком пострадали после января, произошли тотальные зачистки, многих людей просто убили, мы об этом не знаем, нам об этом не скажут, но поскольку до сих пор участников январских событий по именам не назвали погибших, мы во многих, и это вот вообще консенсусное мнение экспертное, о том, что да, часть террористов смешались с теми людьми, которых убивали просто, и, в общем-то, мы не узнаем имена этих людей, пока не будет смещена эта власть, да. И поэтому наши элиты напуганы, они понимают, что расправы, которые на самом деле устраивали спецслужбы России, это были не спецслужбы Казахстана, это были спецслужбы России в первую очередь, ну, естественно, они руководили нашими офицерами, часть людей просто убили, часть наших элит обобрали, да, сейчас вот мы видим, что идет отъем капиталов очень серьезный, поэтому никакого такого серьезного сопротивления я не ожидаю со стороны элит. Тот же самый Назарбаев, мы вот видели запись, когда он встречался с Лукашенко во время проведения этих саммитов, и выглядел он не лучше, чем Рахмон, вот это вот, как он жалко повис на руке у Лукашенко, несчастье такое, знаете, вот человек 30 лет правил. А ведь он почетный президент Евразийского экономического союза, его даже не позвали на эти заседания. Да, ну вот наши президенты просто катастрофически позорят, да, мне было очень больно видеть это, потому что я как гражданин Казахстана, мне такой позор невыносимо просто видеть, да. И поэтому, конечно, нет никаких элит, некому возражать. Полностью все под контролем у ФСБ, полностью все под контролем у Кремля. Больше того, граждане сами по себе уже устали, измучены. И знаете, вот у меня есть ощущение, да, что люди просто будут ждать исхода и формировать какие-то партизанские движения, да, и там как-то вот локально давать отпор, вот если начнется вторжение, да, будут присоединяться к тем военным, которые не пойдут на капитуляцию, а я уверена, что Токаев он сделает первое, что он сделает, он выйдет и скажет, что в интересах государства, в интересах нации сохранить жизни, чтобы не повторить украинский сценарий там, и так далее, и, в общем-то, предложить присоединиться. Я вообще даже не сомневаюсь, что такой сценарий возможен. Да? Какая-то часть будет сопротивляться, но в целом и общество, и элиты промолчат. А какая была причина истинная протестов в январе? Дело в том, что Путин должен был развязывать войну. Я вот предлагаю тоже Мурату здесь сделать отдельный эфир на тему на это, потому что я провела большое расследование, мне помогали. Я переговорила с большим количеством людей, которые в тот момент участвовали в этих событиях, сопоставляла слова разные,
разные события, факты, и получила вот такую картинку, которая относительно совпадает с тем, что происходило в СМИ. Дело в том, что у Назарбаева и у Путина был серьезный конфликт летом 2021 года. И этот конфликт перешел в открытую фазу. Вообще у них напряжение началось в 2018 году, а вот летом 2021 года это все перешло в открытую фазу, и контактировать Акарда стала контактировать с Кремлем только через Токаева. И там были многие такие моменты заметные, да, что Токаев стал очень сильно принимать пророссийскую позицию. Там даже в октябре он сказал такую феноменальную вещь в 2021 году о том, что Центральной Азии в Центральной Азии главенство нужно отдать России, поскольку исторически эти территории принадлежали Российской Федерации. Ну, мы там вообще были просто шокированы таким заявлением, но это чистая капитуляция, согласитесь. Вот. И поскольку Путин был уверен, что Назарбаев не будет его поддерживать вот в этой войне против Украины, он боялся, что Назарбаев может создать ему проблемы. Ему нужны были абсолютно лояльные друзья, такие как Лукашенко. Вот. И, соответственно, они убрали Назарбаева вместе с Токаевым и с Лукашенко тоже. Я помню, как ваш президент хвастался, что в течение часа они с Владимиром Владимировичем разработали план по Казахстану, и вот этот план осуществили. Вот это вот я помню прекрасно, как он это говорил, радуясь. А вчера вот это, когда я увидела, как Назарбаев висит у него на руке, я прям была возмущена, плевалась, конечно, потому что такое видеть невыносимо просто. Да, дорогие друзья, дорогие участники сегодняшнего эфира, дорогие слушатели, зрители, на сегодняшний день мы заканчиваем наш эфир. Мы будем делать регулярные передачи, связанные с Центральной Азией, с постсоветскими странами. Для чего мы это делаем? Для того, чтобы дать реальную, конкретную информацию, которую мы получаем от правозащитников, населения, от аналитиков, со всех источников, которые мы имеем, и поделиться с вами. Мы должны развивать наше гражданское общество, мы должны развивать наш народ. Только с помощью знания, познания, осведомленности мы можем отделиться от диктатуры. Поэтому на сегодняшний день мы заканчиваем свой эфир. Я бы хотел слово предоставить каждому выступающему не более 1 минуты подытожить резюме сегодняшнего эфира. И на этом мы закончим. Мы начнем Жанна. Пожалуйста. Спасибо большое. Да, я традиционно хочу призвать все страны Центральной Азии, гражданское общество наших стран, к тому, чтобы мы объединялись, потому что потенциал у наших стран огромный. 75 миллионов жителей. Мы обладаем всеми ресурсами. Это энергоресурсы, вода, свет, уран, золото. Все есть у нас. Если бы не наши диктаторы, если бы мы не были так разобщены, а дезинтеграцию Центральной Азии как раз-таки наш Токаев и начинал, у нас было бы сегодня совершенно другое будущее, и сегодняшний день тоже был бы другим. И не было бы такого влияния Путина. И мы должны свою национальную идентичность, конечно, беречь и защищать. Поэтому я призываю вас к объединению, конечно же. Спасибо. Спасибо большое. Да, я хотел бы призвать тех, кто этот эфир смотрит, поставить лайки и написать комментарии под этим видео, какие бы вопросы вы хотели узнать и вообще осветить в будущих эфирах. Я думаю, что очень полезно обсуждение, в том числе проблем региона Центральной Азии, отдельных республик, отдельных государств, потому что многие не знают, что там происходит, и в России не знают, и в Беларуси не знают, что происходит в этих странах. И очень важно, когда звучит альтернативные точки зрения для того, чтобы понимать происходящие процессы более глубже и не допускать каких-то ошибок или какого-то недопонимания. Самое главное, чтобы это была все-таки история позитивная, развитие стран, взаимоотношений между гражданским обществом. И важно в том числе учиться друг у друга на тех ошибках, которые были допущены в борьбе с авторитарными диктаторами, которые так или иначе мешают нормальному развитию своих государств и ведут страны к обнищанию. Поэтому, друзья, пишите комментарии, и мы будем рады в будущих эфирах более шире, может быть, какие-то вопросы затронуть. И пишите, может быть, кого бы вы хотели пригласить в такие эфиры.
Спасибо, Дмитрий. Я бы тоже хотел присоединиться ко всем словам, сказанным нашими гостями. Уважаемые зрители, нам надо развивать гражданское общество. Без этого никак нельзя победить эти режимы. Если вы заметили, то диктаторы на постсоветском пространстве объединяются, проводят саммиты, всякие объединения различных форм, то почему нашим народам не объединиться? Почему нашим народам не учиться друг у друга демократическим процессом, демократическим развитием, не поделиться? Нам надо не обязательно все через себя пропускать, мы должны видеть, и что творится у других народов, и брать оттуда самое хорошее. Диктаторы это делают сегодня. Почему нам это не делать? Поэтому пишите в комментариях, как сказал Дмитрий, свое мнение, свои пожелания. И если вы хотите на этой площадке видеть каких-то других политиков, аналитиков, вы можете нас попросить, мы попытаемся это сделать. Спасибо за внимание, спасибо всем за участие, особенно моим гостям, Жанара, Дмитрий. До следующих встреч, до свидания. Спасибо, до свидания.